Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл наших видеоуроков в рамках гранта президента Российской Федерации «Реликвии истории Мордовского края. От артефактов к исторической реконструкции». И сегодня мы находимся в гостях у клуба исторической реконструкции и средневекового фехтования «Владычный полк», который предоставил нам великолепные образцы реконструированной одежды и других предметов вооружения и быта для того, чтобы вы воочию смогли увидеть то, как одевались русские дворяне Мордовского края. Потому что тема нашего сегодняшнего с вами занятия – это конные, людные и оружные, или служилые по отечеству. Служилые по отечеству – это дворяне или помещики. В десятне, а это именные военно-учетные списки помещиков, которые сохранились по Саранскому и Атимару, начиная с 1669-1670 годов, значится 625 служилых по отечеству. Большинство из них, более 400, это русские дворяне, дети боярские. Остальные это служилые татарские и мордовские мурзы. Городовой состав дворянства не был единородным. Он не был однообразным. Вообще, в каждом служилом городе дворяне делились на три категории. Это дворяне выборные, дворяне дворовые и дворяне городовые. Выборные дворяне были самыми богатыми. Они зачастую служили в Москве и бывали в своих поместьях не так уж и часто жили на местах. Далее дворяне дворовые, которые иногда приглашались для службы в Москву. И самый большой, самый многочисленный класс – это дворяне городовые, самый бедный класс дворянства, у которых обычно были небольшие поместья, у которых было очень мало крепостных, было мало холопов, и которые сами служили, как тогда говорили, не седая с коня, по 10, 20, а иногда и более лет. Следует сказать, что дворянская служба в 17 столетии была пожизненной. То есть как только юный сын боярский или дворянин верстался на государеву службу, а верстался – это значит записывался, вносился в списки, он получал поместный, земельный и денежные оклады. И вместе с этим начиналась его полноценная пожизненная служба. Дворяне в 17 веке – это не помещики конца 18 столетия, да, которые могли лежать, хочу пирожные, хочу мороженое. Такого в 17 столетии не было. Дворяне должны были служить всю свою жизнь. Если до середины 17 столетия сын дворянский записывался на службу с 15 лет, то с 1649 года, с принятия соборного уложения, дворянин записывался на службу, верстался с 18 лет. Итак, мы сейчас с вами воочию увидим, во что одевались русские люди во вторую половину 17 столетия. Вообще, русская одежда, она была очень многослойной. В 17 столетии, чем больше на тебе вещей надето, тем ты знатнее, тем ты богаче, тем твой статус выше. Интересная особенность русской одежды 17 столетия – это то, что мода была внесословной. От крестьянина до царя все были одеты в одни и те же одежды одного и того же покроя. Не было разницы в крое. Все отличие состояло, конечно, в качестве тканей, в количестве украшений и дорогих аксессуаров. И вот эта внесословность моды, она была важной чертой древнерусской эпохи вплоть до времени Петра I, когда он полностью изменил, практически разрушил древнерусский уклад, особенно в аристократической среде. Итак, основой русской одежды была рубаха. Вот мы с вами видим простую рубаху, которая сшита изо льна. Это рубаха туникообразного покроя. Мы видим, что основа – это стан, который перегибается пополам и в котором делается вырез. Поскольку домотканный лен и вообще любая домоткань, она не была слишком широкой, поэтому мы видим, что с боков вставляются клинья, которые подол расширяется с помощью еще дополнительных клиньев. Рукав – это практически прямоугольный кусок ткани. Для того, чтобы при поднятии руки швы не расходились, еще вставлялся вот такой квадрат, который согибался пополам, да, и он называется ластовица.
Вот это простая русская рубашка, которая сохранилась практически вплоть до 20 века, вот подобный крой. А более специфической, более нарядной русской рубахой 17 столетия является вот такая рубаха. Крой данной рубахи, он восстановлен на основании археологических раскопок в некрополе Успенского собора Московского Кремля, также в некрополе Новоспасского монастыря, это усыпальница бояр Романовых была. Итак, мы видим рубаху с большим вырезом, рубаху из очень тонкой хлопчатобумажной ткани, и это сразу становится понятно, что рубаха богатого человека. По вырезу рубаха отделана таким бордовым шелком. Также мы видим, что на рукавах имеются прорехи. А вот прорехи эти были декоративные, они также отделаны шелком, также застегнуты на пуговки, но рука в эти прорехи никогда не продевалась. Также на этой рубахе мы можем видеть крой благодаря тому, что во все швы рубахи вшиты так называемые ранты. То есть это куски, опять же таки, шелка, или, как бывает, вот подобные швы отделывались еще и шнуром. Также впереди имеется вырез небольшой для того, чтобы рубаха, опять-таки, не мешала при ходьбе. Рубахи были разной длины, от середины бедра вплоть до колена, иногда даже чуть ниже. Также мы видим, что рубаха имеет ластовицу, точно такую же, как и на простой русской рубашке. И ластовица это обыкновенно делалась красного цвета. Вот этот обычай делать ластовицу красного цвета, он сохранился среди русских крестьян вплоть до по 20 век. Также здесь мы видим достаточно богатый крест. Крест украшен жемчугом и носится на шнуре. Причем важная особенность древнерусских крестов была то, что практически никогда не изображалось распятие, поскольку крест носился зачастую между слоями одежды, а когда имеется на кресте изображение распятия, это уже считалось иконой, то такая вот крест-икона носилась только поверх одежды. Это уже был так называемый наперстный крест. Итак, вот такова была основа рубаха и порты. Рубаха обыкновенно имела опояску, она обязательно подпоясывалась. Сейчас мы с вами попробуем одеть богатого выбранного дворянина и увидим, из каких предметов одежды состоял его гардероб. Итак, поверх вот подобной рубахи носился сверху зипун. Зипун – это короткий кафтан. Длина зипуна была примерно до колена. И если проводить современные аналогии, то зипун выполнял роль жилетки в костюме тройки. Итак, зипун полностью закрывал рубаху. Как и вся русская одежда, он застегивался на достаточно большое количество пуговиц, и если зипун, например, для крестьянина мог служить и верхней одеждой, или для молодого неженатого дворянина, то человеку, женатому, взрослому, солидному и богатому, в зипуне можно было находиться только в комнатах или выйти самое большое во двор. Для того, чтобы выйти в люди, конечно, требовалось уже носить другой кафтан. Как пишут иностранцы о русских 17 столетия, зипун обязательно подпоясывался. Существовало очень много видов различных поясов, опоясок и так далее. Поясами могли служить как богатые кушаки всевозможные, достаточно широкие, вот мы можем их видеть, да? Вот такие шелковые кушаки, которые привозились из Персии, из других стран Востока. Или вот, например, еще один кушак. Это кушак так называемый кызылбашский, да, который привозился из Средней Азии, который украшен серебряной бахромой из золоченого серебра. Но в данном случае мы
возьмем другую опояску, поскольку зипун будет скрыт многочисленными слоями другой верхней одежды. Итак, это бархатный зипун, и он опоясывается вот таким тканым кушаком. За кушаком могли носиться необходимые мелкие вещи. Как пишут иностранцы, часто за кушаком носился нож, кинжал и кошелек. Но, как я уже сказал, состоятельному человеку неприлично выходить на улицу в одном зипуне. Именно поэтому сверху мы надеваем следующий кафтан. Это кафтан из такого желтого, хорошего, дорогого привозного сукна. Его украшают нашивки зеленого цвета из зеленого шелка и пуговицы. Каждая пуговица, она украшена эмалью, причем эмалью многоцветной. Зачастую пуговицы служили не только украшением одежды, да, но они и могли и стоить дороже, чем сам кафтан. И вот это соотношение цен нам сохранили русские былины, в которых зачастую поется, что на героя былины кафтан во 100 рублей, а на нем пуговицы во 1000. То есть иногда в несколько раз. И вот мы видим в данном случае пуговицу, которая украшена цветной эмалью. Такие пуговицы действительно стоили дорого. Вот такой верхний кафтан, он уже мог и не подпоясываться. Особенно если солидный человек шел, например, шел в храм или шел по каким-то своим делам. Однако в случае нахождения, например, в военном стане или в каких-то таких важных делах, на государевых смотрах, то, конечно, такой кафтан мог подпоясываться. Далее сверху на данный манекен мы еще один кафтан надеваем. Этот кафтан называется ахабень. Ахабень – это достаточно архаичный кафтан. Он появляется и широко распространяется в XIV, XV, XVI веке. В XVII веке постепенно он начинает выходить из моды, но, тем не менее, в росписях одежды наших дворян Мордовского края встречается вплоть до 1670-80-х годов. Ахабень сшит из очень богатого красного сукна скарлата. Скарлат – это французское тонкое сукно. Украшен парчой. Парча – это ткань с золотными нитями. И очень богато, как видим, расшит жемчугом и полудрагоценными камнями. Также на данном верхнем кафтане мы видим вот такие тяжелые пуговицы в виде гирек. Пуговицы украшены растительным орнаментом и являются копией из пуговиц, которые хранятся в оружейной палате Московского Кремля. Рукава у кафтана длинные, в них имеются прорехи для того, чтобы руки продевались в них. Вот. И отсюда, то есть он носился вот именно вот таким способом. Руки продевались в нижние прорехи. Именно вот от таких кафтанов и пошло выражение «работать спустя рукава». Потому что понятно, что в такой одежде работать практически нельзя. Конечно, завершил образ вот такого богатого человека еще такой
важный аксессуар, как, например, палаш. Вот этот палаш сделан с оригинала 17 столетия, который хранится в оружейной палате Московского Кремля. Зачастую такие вот сабли, палаши, они носились в том числе на красивых сотканных шнурах. Мы видим, что рукоять сделана из красного дерева, а перекрестие и обоймицы, они украшены, отделаны полудрагоценными камнями, ножны обтянуты бархатом. Это, безусловно, статусное оружие. Палаш представляет собой практически меч, да, узкий меч, который имеет изогнутую рукоять. И, конечно, для такого статусного человека в довершении его образа необходимо было просто по моде 17 столетия иметь за поясом кинжал, как я уже сказал. Я сейчас держу в руках подлинный кинжал. Он датируется примерно рубежом 17-18 столетия. Сделан он в Персии. Рукоять у него из слонового бивня. И такой кинжал называется коготь тигра. Вот он бытовал на Востоке вплоть практически до начала 20 века. Вот так вот за поясом данный предмет мог носиться. Понятно, что ни один дворянин не ходил пешком. То есть ходить пешком можно было только если храм находился, приходской храм, где-то совершенно рядом с домом. А так, конечно, по любому делу помещику обязательно нужно было ездить. Именно поэтому важен еще такой аксессуар, как плеть. Я сейчас держу в руках тоже плеть. Это плеть антикварная, она привезена с Востока. Она сделана из различных металлов с серебрением, в том числе украшена большими вставками из горячей темно-синей эмали. Понятно, что вот здесь на конце, видимо, была либо кисть, либо ремешок для того, чтобы во время езды плеть можно было опустить, чтобы она висела, как на браслете, чтобы ее не утратить. И вот такие парадные плети, они, конечно, тоже очень береглись, передавались из поколения в поколение, поскольку мы можем видеть, существовали плети функциональные, да, которыми непосредственно погонялась лошадь. Данная плеть сплетена с оригиналов 17 столетия и имеет 3 хвоста. И были вот такие статусные плети, которые могли носиться за кушаком, за поясом, наряду с кинжалом. Завершает внешний облик богатого человека, конечно же, головной убор. Я сейчас держу в руках небольшую шапочку, которая называется тафья. Тафья – это шапочка восточного, безусловно, происхождения, и происходит она от тюбетейки. В середине 16 столетия церковные иерархи даже запрещали носить, как они называли, тафьи безбожного Мехмета. Но, тем не менее, русские дворяне и сам даже царь, вплоть до Петровской эпохи, вот такие небольшие шапочки из бархата, из парчи, которые обязательно расшивались жемчугом, украшались полудрагоценными камнями и вышивкой, носили дома, в домашних условиях. Об этом пишут и иностранцы. А когда они выходили на улицу, то, конечно, в тафье на улице находиться было нельзя. И далее уже носились вот такие богатые шапки. В основе русской шапки практически всегда был колпак, в данном случае колпак сшит из бархата. Бархатный колпак, так же как и верхний кафтан ахабень, богато украшен речным жемчугом и оторочен песцовым мехом. Мех мог быть самый разный. Вообще мехов на Руси было много, и иностранцы всегда с восторгом говорили о том, насколько богаты были отделаны мехом и жемчугом одежды наших далеких предков. Если было очень жарко и в меховой шапке летом, конечно, ходить неудобно, то носилась вот такая шапка, да, и ее
отворот отделан узорчатым шелком, колпак тоже из шелка, уже более такой легкий, более летний вариант. Вот шапки подобного рода, головные уборы, и тафья, и колпаки, и мурмалки и так далее, носили все русские сословия и носили все дворяне. Далее мы уже на головные уборы с вами отвлекаться не будем, потому что они подобные для всех классов. А сейчас мы с вами перейдем к следующему классу городовых дворян. Это дворяне дворовые, которые сочетали службу по своему городу, то есть по Саранску, но и случалось, бывали в Москве. Итак, основу составляет все та же рубаха. Причем могла быть еще одна рубаха, белая, исподняя, основная. И поверх исподней в парадных случаях носилась цветная рубаха. Вот это версия кроя, возможно, вариант кроя рубашки 17 столетия. Основа сшита из синего льна. Мы видим, что все швы отделаны специальным шнуром. Шнур выполнен в технике плетения на вилке. А плечи рубахи и, например, вырез впереди оформлены золотистым шелком. Подобная рубаха, конечно же, она подпоясывалась, и далее, так же как и остальные дворяне, поверх такой рубахи надевался зипун. В данном случае это зипун из такого коричневого, красновато-коричневого шелка с синим отливом. Вот такой цвет назывался сливовый в том числе. Мы видим, что зипун застегивается на множество пуговиц. Это полые пуговицы. Они спаяны из двух половинок. И такие пуговицы, конечно же, тоже являлись украшением одежды. Причем обратите внимание на то, как нашиты пуговицы. Ушко пуговицы нашито на шнурок. То есть, когда мы сейчас с вами пришиваем каждую пуговицу отдельно, то в таком случае, когда нитка перетирается, пуговицу легко потерять. Вот при таком способе пришивания, когда все пуговицы пришиты на одном шнуре, потерять пуговицу практически нельзя, потому что это не пройдет незамеченным. Все это было потому, что, как я уже сказал, пуговицы могли стоить дорого, они береглись. Когда одежда приходила в ветхость, приходила в негодность, изнашивалась, то пуговицы перешивали с одного кафтана на другой. Итак, вот мы видим кафтан зипун. Зипун обязательно подпоясывался. В данном случае я этого делать не буду, этот этап пропущу, и мы сверху сразу наденем следующий кафтан. Это будет кафтан ездовой, с достаточно короткими рукавами. Вот подобные кафтаны, они были очень популярны среди дворян, они могли иметь также отложной воротник. В таком случае подобный кафтан с отложным воротником, он называется уже чуга. Этот вариант кроя, он ближе к так называемому турскому кафтану, вот, и имеет небольшой воротник-стоечку. Короткие рукава были необходимы для того, чтобы, например, при стрельбе из лука, а мы видим, что рядом с данным дворянином у нас находится саадак. Саадак – это набор для стрельбы из лука. Саадак состоит из колчана. В колчане мы видим стрелы. Причем, если вы посмотрите, то вы увидите, что в колчане стрелы двух типов. Одни стрелы повседневные, такие обыкновенные, рабочие, как мы сказали, и другие стрелы парадные. Парадные стрелы имеют роспись, имеют золочение, да, и на древке мы видим даже тоненький такой узор, наведенный золотом.
И садак состоит, как я уже сказал, из колчана и лука в налучье. Луки были не слишком большими, вот, для того, чтобы было удобно стрелять с коня. Вообще, русский дворянин, русский помещик, он учился стрельбе из лука, начиная, как считается, с 6-7-летнего возраста. И уже к 15 годам, то есть ко времени верстания на службу, наш русский помещик мог, как считается, сделать до 6, а некоторые пишут даже до 10 выстрелов в минуту. И при этом все эти выстрелы, конечно же, они должны были достигнуть своей цели. Мне бы хотелось показать вам один из способов завязывания кушака. Это кушак шелковый, легкий такой. Были кушаки многослойные, были кушаки плотные. Все они были длинными. Вот эта большая длина кушаков, она каждый раз свидетельствовала о том, что дворянин, что помещик, он может использовать достаточно много ткани и достаточно много ткани дорогой. И мы можем видеть, что кушак, он несколько раз обматывается вокруг фигуры. За кушаком обязательно носился нож или кинжал. И в данном случае это нож, который выполнен из булатной стали, из настоящего булата. Для того, чтобы подобный нож не выпал, мы видим, что существует специальный шнур, который лишний раз крепит ножны ножа, для того, чтобы он не был потерян. Сейчас мы этого, конечно, делать не будем. Еще обращаю ваше внимание также на пуговицы. Пуговицы узорчатые, пуговицы сделаны из серебра. И поэтому, конечно, они со временем потемнели. Для того, чтобы пойти в люди в таком виде, тоже считалось не слишком хорошо, поэтому обязательно носился еще один сверху кафтан, вот уже без воротника, который носился в основном не застегиваясь или, как тогда говорили, наопаш. И поэтому вот такой кафтан легкий, он сшит из домотканного шелка с таким типичным восточным узором, который изображает тюльпаны. Тюльпаны были очень любимы, особенно в Турции, потому что существовала такая игра слов из тех букв, из которых состояло слово тюльпан, можно было составить слово и Аллах. Именно поэтому на Востоке вот узор с тюльпанами был очень любим. Но поскольку этот узор был цветочный, а яркие травяные цветочные узоры были любимы и на Руси, то, конечно, вот из такой привозной ткани сшит и данный опашень. Он также имеет длинные рукава, но руки в эти рукава практически никогда не продевали. То есть их зачастую носили сзади связанными за спиной и так далее, и так далее. И, конечно, для такого дворянина, для его выхода на службу нам необходима сабля. Сабля и, как уже было сказано, конечно же, плеть. Вот мы видим такую плеть, которая сделана очень тщательно. Это тоже реконструкция с оригиналов 16-17 столетия. Рукоятка обтянута кожей. Мы видим, что само кнутовище украшает шелковые кисти. И сабля. Сабля, она имеет серебряную рукоять и обоймицы посеребренные, которые украшены бирюзой. Бирюза была любима и на Востоке, и на Руси. Вот такая сабля могла быть на вооружении у данного помещика. Вообще, когда мы смотрим документы, то у всех саранских помещиков, практически у всех на вооружении исключительно сабли. Вот западноевропейских шпаг, которые стали входить в моду, не было. И третий, самый многочисленный класс
дворян, которые жили в провинции, это были дворяне городовые. Они были самые небогатые, беспоместные или малопоместные. И вот большинство подобных дворян государством было записано в рейтеры. Вообще, что за рейтерские полки? Еще в 1630-х годах при царе Михаиле Федоровиче Романове появляется пробный рейтерский полк. Рейтеры вооружались по образцу западноевропейской кавалерии. Их вооружение составляло кираса двойная, шлем шишак, пара пистолетов и карабин. И действовали они тактикой залпового огня. То есть, когда линия рейтер доезжала до соперника, делали залповый выстрел, затем возвращались обратно, дальше шла следующая линия. Если богатые помещики продолжали служить, как это было и прежде, в старой так называемой сотенной службе, то беднейшие помещики, они были поверстаны в рейтера, потому что рейтерам, как это писал Григорий Карпович Каташихин, выдавалось большое подъемное жалование. Практически 30 рублей, а иногда и более. И вот это высокое подъемное жалование, оно позволяло им служить, не заботясь о состоянии поместья, то есть не взирая на его состояние, наличие или отсутствие крепостных и холопов. И сейчас мы с вами соберем комплекс достаточно богатого саранского рейтера. Мы знаем из следующей по времени десятни, первая десятня сохранившаяся, это 1669-70 годы, а вторая 1679-80. И из нее мы узнаем, что 200 саранских рейтер, 200 человек служили как раз по данному типу службы. И из них было 22% служилых татарских мурс, и остальные были русскими городовыми дворянами. Итак, основу также составляет обязательно рубаха, далее носится также обязательно зипун, кафтан, поверх зипуна наш рейтер носит тоже ездовой кафтан чугу. Чуга имеет, как я уже сказал, отложной воротник, имеет достаточно короткий подол и имеет разрезы по бокам подола для того, чтобы удобнее было сидеть на коне и для того, чтобы, конечно же, подол не мешал при верховой езде. Вот так выглядит кафтан чуга. Его, конечно же, обязательно нужно подпоясать. Для пояски мы используем достаточно большой атласный красный кушак, который точно так же несколько раз охватывает фигуру. Для того, чтобы идти на службу, как я уже говорил, зачастую нашим дворянам выдавалась рейтерская служба, которая состояла из кирасы. В моих руках вот такая рейтерская кираса. Подобные кирасы и закупались, а также делались в России в 1650-е и 60-е годы. И во времена русско-польской войны за Украину 1654-1667 годов, вот в том числе наши рейтеры, саранские рейтеры старой рейтерской службы, которые служили в полку Кречетникова, они вооружались подобным образом. Итак, попробуем примерить кирасу. Кираса достаточно короткая, потому что для того, чтобы она не мешала сидеть верхом на коне. Поэтому, конечно, пехотные кирасы были чуть ниже. Еще, конечно же, обязательным был шлем-шишак. Шлем-шишак выглядел вот подобным образом. Имел науши, имел козырек, имел стрелку, и сзади был так называемый рачий хвост, который защищал шею и затылок.
Поскольку вся русская одежда 17 столетия, как мы уже это говорили на других занятиях, не имела карманов, то все мелкие вещи носились в поясных сумках и кошелях. Вот в данном случае у меня реконструкция поясной сумки 16 столетия, которая была найдена в Москве. То есть она многослойная, сшита из нескольких слоев кожи, она вышита, узорчатая, имеет несколько карманов. Вот такие и другие подобные сумки, они носились нашими предками. Ну или, например, вот такая сумка, которая была найдена на месте битвы при Берестечко. Вот такая сумка. Шелковый кошель Хамьян, который опять расшит жемчугом. Еще один поясной кошель-монетник. Все вот такие сумки и кошели могли находиться на поясах у всех этих персонажей исторических. В поясных сумках могли находиться деньги. В данном случае у меня реконструкция так называемая Ефимка с признаком. Ефимка – это Йохим Сталер, да, это крупная западноевропейская серебряная монета. Но в России, для того, чтобы они имели хождение, их надчеканивали. Чаще всего стоит надчеканка 1655 или 56 год и так называемый московский ездец, да, Георгий Победоносец. И вот такие крупные серебряные западноевропейские монеты также ходили в московском государстве, поскольку рубль был больше всего счетной единицей, а русских рублевиков царя Алексея Михайловича было начеканено не так уж и много. Поэтому в кошельке могла находиться вот такая крупная монета, на которую можно было купить очень и очень много. Наши рейтеры, как я уже сказал, воевали в Польше, то соответственно, у нашего рейтера вот такая сабля чичуга, она была распространена на территории Речи Посполитой, то есть это территория в том числе современной Украины и польского государства, то есть, возможно, трофейная, подвешивалась к поясу на специальном ремне. Когда была непогода, когда шел дождь, то, конечно, железные доспехи, разумеется, ржавели. И для того, чтобы они не ржавели, и для того, чтобы удобнее было согреваться, существовал вот такой специальный дорожный плащ, который назывался японча. А вот япончи дорожные, они шились из грубого сукна домотканного зачастую, как это мы сейчас с вами видим. Имели воротник либо круглый, либо квадратный. Они могли иметь подкладку, как в данном случае из такого грубого домотканного серого льна. Могли подкладки и не иметь. Также япончи могли быть валенными. Вот так выглядел русский помещик-рейтер, саранский помещик второй половины 17 столетия, периода русско-польской войны за Украину 1654-1667 годов. И, конечно же, когда мы с вами поговорили о русском мужском дворянском костюме, то нам необходимо сказать несколько слов хотя бы о тех, кто мог дома ждать годами, о женщинах и детях. Если мы посмотрим на детскую одежду, да, на одежду ребенка, то сможем с вами с легкостью заметить, что специальной детской одежды в 17 столетии не существовало. Вся одежда на ребенка шилась точно так же, как и на взрослого, только маленького размера. Именно поэтому мы здесь видим точно такие же сапоги, да, только маленькие. Мы видим такие же рубахи, такой же кафтан-зипун и такой же кафтан-ахабень. Вот. Он также имеет длинные рукава, сшит из богатого сукна, отделан бархатом, застегивается на множество пуговиц с нашивками и кисточками. Теперь несколько слов необходимо сказать и о женском костюме. Основу женского костюма составляла так же, как и мужского, рубаха. Только белая исподняя рубаха была, длиной рукава у нее были до запястья, а длина подола примерно до середины икры. Поверх этой белой исподней рубахи, которая служила нижним бельем, дальше носилась рубаха долгорукавная. То есть мы с вами можем видеть, что рукава этой рубахи, они настолько длинные, что, конечно, достают до земли. И даже могли бы тянуться по земле. Вот иностранцы писали, что у русских цариц
длина рукавов могла достигать 10 метров. И отсюда опять выражение тоже «работа спустя рукава». Вот эти рукава, они сосбаривались на предплечье, и для того, чтобы опять-таки продемонстрировать, что этот человек достаточно состоятельный, что она может потратить достаточно много дорогой ткани. В данном случае ткань рубашки – это хлопчатобумажная, привозная. Считается, что к концу 17 века начинают носить глухой сарафан. Глухой сарафан, он самый архаичный по своему крою. Он сохранился в этнографии вплоть до конца 19-го, начала 20 века, и в различных губерниях он имеет различные названия. Носов, носовка, носовец и так далее, и так далее. То есть очень-очень много. Но понятно, что в таком сарафане, конечно, наша дворянка, она могла ходить только дома. Для того, чтобы ей выйти на улицу, то, во-первых, нужно было себя, конечно же, как-то украсить. Излюбленным русским украшением был, конечно же, жемчуг. Также в это время носятся кресты на гайтанах. И на шею, мы видим, могли надевать вот такое украшение, которое называется ожерелье или ожерелок. Это пристяжной или просто отдельно носящийся воротник, который богато вышивался мелким жемчугом и различными полудрагоценными камнями. Теперь после этого нужно было надеть на себя какую-то верхнюю одежду. Женская верхняя одежда очень похожа на мужскую. Это долгорукавная одежда. Вообще все богатые люди очень любили длинные рукава и носили их с удовольствием практически вплоть до начала 18 столетия. Но вот такие длинные рукава, они сохранились и в этнографической одежде, и чуть позже, еще и в образцах 18 и даже 19 веков. Итак, в данном случае сверху у нас однорядка. Однорядка – это такой класс одежды, который шился в один ряд ткани. А крой, он практически полностью повторяет крой опашня. Вот в таком виде наша дворянка могла, покрыв обязательно волосы, то есть на голову надевался обязательно такой вид головного убора, как волосник или повойник, который полностью скрывал волосы, а затем носился и убрус, и только после этого можно было выйти на улицу, поскольку любая замужняя женщина не могла показаться на улице с непокрытой головой, так называемая простоволосая. Отсюда и пошло выражение «опростоволосица». Итак, сейчас у меня в руках повойник. Повойник – это такая шапочка, которая сразу надевалась на голову замужней женщины, и носилась ей уже вплоть до самой смерти. Вот поверх подобного повойника, который утягивался сзади на тонкий шнур, скрывались волосы, которые обычно заплетались в две косы и укладывались вокруг головы. А уже далее носился платок или убрус. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами совершили небольшое путешествие в мир материальной культуры русского провинциального дворянства второй половины 17 столетия. Мы показали вам только маленькую, совершенно незначительную часть. Очень много подробностей повседневности русской провинциальной жизни саранских помещиков вы можете узнать из моей новой книги «Саранск в 17 веке. Строители и защитники государевых рубежей». Несколько глав здесь посвящено дворянам, их одежде и взаимоотношениям. Мы приглашаем вас вместе с нами погрузиться в мир Золотого века Московского царства, который прочно остался в истории как бунтажный век.